إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжая тему женитьбы и адабов женитьбы, проведем следующие хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, в которых Расулуллах, саллаллаху алейхи ва аля алейхи ва сахбихи вассалям, призывает нас, чтобы каждый из нас женился, и женился каждый мусульманин на женщинах, имеющих богобоязненность и религиозность. В этом случае, говорит, ваша жизнь будет баракатной. В этом случае, ахират будет, и мирская жизнь для вас будет благословенной и баракатной. Приводится хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва аля алейхи ва сахбихи ва саллям, ан Аби Саидин аль-Худри رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تلبت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: люди, говорит, на женщинах женятся из-за следующих причин. Некоторые женятся из-за ее красоты, некоторые женятся на них из-за ее материального благосостояния, некоторые женятся из-за ее хорошего нрава, из-за религиозности. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: и ты, говорит, выбери религиозную женщину, соблюдающий предписание Аллаха, хорошего характера, будет, говорит, станет баракатной твоя жизнь. В другом хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, сказано: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. رواه البخاري ومسلم. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: на женщине женится из-за 4 причин. Основном, кто женится на женщине, он женится из-за одной причины, из этих 4. Некоторые женятся из-за ее богатства. Отец богатый, отец министр, отец депутат, отец миллионер, бизнесмен. Если я женюсь на его дочери, у меня все дела пойдут вперед, деньги будет, работа будет. Значит, делает расчет и женится ради богатства. Некоторые, говорят, женятся из-за ее знатного тухума. Вот такой-то тухум, известный тухум, хороший тухум, большой тухум. Больше ничего не интересует. Вот я буду жениться на женщине вот из этого большого тухума. И ради тухума жениться, из-за ее родословного, родственников, из-за их авторитетов жениться на ней. Некоторые, говорят, женятся, это уже 3-я категория, из-за ее красоты. Увидел, красота, овладела тобой и решил жениться. Все, красивая, женюсь. В-четвертых, человек, говорит, женится на женщине из-за ее религиозности, из-за ее богобоязненности. И пророк, алейхиссалату вассалам, из этих 4 категорий Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал:
фазфар бизати дини тарибат ядака. Выбери женщину религиозную, станет баракатной твоей жизнь. Увеличится твое и богатство увеличится, и дома баракат у тебя будет. А что касается того, что когда человек женится из-за других причин, которых мы, значит, упомянули, да, за богатство, за, значит, родословие, известное, знатное, ради ее красоты, что по этому поводу сказал пророк, алейхиссалату вассалам, послушайте, хадис приводится от Анаса ради Аллаху анху. عن النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا. Если человек женится на женщине из-за ее знатности, почета, ради этого, если женишься, Аллах, говорит, тебя сделает, увеличит твою униженность. Ты будешь униженный. Почему? Эта знатная женщина будет один день задирать свой нос над тобой, она скажет: ты кто такой? Я такая-то женщина, такого-то тухума, а ты там рабочий. Значит, женившись на женщине только лишь из-за ее знатного тухума, родословия, Аллах, говорит, этого мужа увеличит униженность. Он будет постоянно чувствовать себя униженным. Он будет всегда оскорбленным, чувствовать себя оскорбленным, униженным, и жена может его даже оскорбить, и он тогда будет думать: хоть сквозь землю провалился бы я. Вот эти слова жены сейчас приходится мне выслушивать, наверное, будет думать всю жизнь. Поэтому тот, кто женится из-за уважения, почета женщины, Аллах его будет унижать, этого мужа. وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا. Если человек женится на женщине из-за ее богатства, Аллах Азза ва Джалля увеличит этого мужчину бедностью. Если ради богатства женился, это, значит, будет для тебя бедность. Почему? Потому что человек, женившись на богатой женщине, один пример, она всегда будет говорить: что у тебя есть? Это мой отец купил тебе этот дом. Мой отец подарил тебе машину. Мой отец нас кормит. Ты кто такой? Ты что сделал для меня? И муж перестает быть авторитетом в своей семье. Он будет всю жизнь чувствовать себя тряпкой, униженной перед богатством, благосостоянием жены. Он будет себя чувствовать униженным. Он всю жизнь будет факиром. Будет думать: я никогда вот эти деньги тоже заработать не могу. Она богатая, я факир. Вот так это факру будет давить на него. وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً. Если ты женишься на женщине только лишь из-за ее почтенного родословия, Аллах, говорит, тебя, говорит, больше, говорит, будет увеличивать твою, значит, униженность перед их родословием. Вот так получается. Чем, значит, если ее тухум почтенный, только ради этого женился, они будут пренебрегать тобой, скажут: ты кто такой? Там чабан твой отец. А я, значит, министра жены, значит, дочь. Будет унижать тебя. Ты будешь униженным постоянно. وَمَنْ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا إِلَّا أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحَصِّنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ. Раваху Табарани фил Аусат. А если, говорит, человек, женясь на женщине, если он сам этим хотел удержать свои глаза от смотрения на харам, когда у человека есть жена, на других женщин смотреть не будет. Он хочет жениться, чтобы свои глаза, значит, удержать от харам, чтобы свой аврат защитить от зина, чтобы поддерживать родственные отношения. В этом случае, если, говорит, у тебя такой, говорит, ният, Аллах же твой ният лучше знает. Если не ради богатства, если не ради тухума, если не ради, значит, ее почета, а ради того, чтобы защитить свой взгляд от харама, чтобы защитить свой аврат от зина, чтобы поддерживать, значит, родственные отношения,
то в этом случае, говорит, Аллах Азза ва Джалля сделает мужу баракат в этой жене и сделает баракат жене в этом муже. Маша Аллах, когда твой ният ради Аллаха, Аллах Азза ва Джалля вашу жизнь делает баракат. А дома будет баракат третья там? Иншаллах будет. Пророк говорит, баракат будет просто. Ну это хорошо. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا يتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن ولكن تزوجهن على الدين ولا أمة خرماء السوداء ذات دين ولا أمة خرماء سوداء ذات الدين أفضل. رواه ابن ماجه. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит: вы на женщинах не женитесь только лишь из-за ее красоты. Может быть, именно ее красота станет причиной для их заблуждения, отхождения от истинного пути, для их гибели. Почему? Когда у тебя жена чересчур красивая, и когда она думает: ох, какая же я красивая, то эта красота может, значит, вести фитна, смуту и других мужчин. И за красотой твоей жены станет очередь еще 10 человек. Какой баракат будет? Это приведет, значит, к погибели. Вы, говорит, не женитесь. Вы, говорит, не женитесь на женщинах из-за ихнего имущества. Я знаю. Может быть, ихнее имущество, ихнее богатство заставит их сбиться с истинного пути, заставит возгордиться эту женщину над вами, это тоже, говорит, приведет к погибели. И чтобы, говорит, вы женились на рабыне, отсутствующими одна из частей тел этой рабыни, если, говорит, у нее есть религия, чтобы вот на такую религиозную рабыню женились, из-за ее религиозности лучше, говорит, для вас, чем жениться только лишь ради красоты, чем жениться только лишь ради богатства. Даже, говорит, рабыня, говорит, значит, жениться на них лучше для вас, чем эти две категории. На этом мы завершим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля.